Реализацию проекта реконструкции ФАТ «Кавказ» обсудили у главы Ингушетии Махмудали Калиматова. Сегодня в аэропорту Магаз встретили двукратного чемпиона мира Мусу Евлоева. ЗОЖ под угрозой. Стадион Парчиева в Магазе нуждается в реконструкции. Здравствуйте, это новости 24. Улучшение инфраструктуры региона и соблюдение прав жителей придорожной зоны должно быть в приоритете при реализации проекта реконструкции ФАТ «Кавказ». Об этом заявил Махмудали Калиматов в ходе совещания с участием руководителя ФКУ «Упрдор Кавказ Росавтодор» Руслана Личхаджиева. По словам руководителя региона, нельзя не отметить значимость данного проекта для субъектов России, на территории которых пролегает трасса. Участники совещания подробно разобрали процедуру передачи земельных участков для строительства автодороги. Процесс по изъятию объектов недвижимости с выплатой компенсации проводится в 4 этапа, 3 из которых завершены. Формируется пакет документов на 4-й этап. Завершены все оценочные работы. Выявлено 455 объектов, из которых 332 земельные участки и 123 объекты капитального строительства. На данный момент предстоит размежевание земельных участков с частичным изъятием, то есть данные участки лишь частично попадают под зону строительства и изымаются не полностью. Следующим этапом станет соглашение с собственником на основе оценки рыночной стоимости объектов. Калиматов отметил, что ход реконструкции дороги вызывает вопросы у людей, которые живут и ведут бизнес в придорожной полосе. И связано это с отсутствием должностной работы с населением республики. Глава дал поручение правительству оказать всевозможную законную помощь для ускорения процесса оформления документации и окончания работ. До 25 декабря решить все связанные с этим вопросы, ответить на все жалобы граждан. Должностные лица, у меня к вам просьба, с которой я спрошу твердо, но до 25-го. Вы мне сказали, все решено. Вопросы касаются плоскости бумаг, документов. И взаимодействуйте. Поднимите все обращения, проанализируйте их еще раз. Все жалобы, с людьми надо говорить. Надо больше разъяснять им. Надо пойти на встречу. Все возможное в рамках законодательства предпринять, не откладывая на завтра. Потому что нам это надо сделать срочным образом. Инфраструктура появится. А это и есть для республики. Но вы должны способствовать всеми силами тому объекту, который строится у нас. Если кто-то, я узнаю, будет препятствовать строить дорогу, неважно, где вы работаете, будем разговаривать по-другому. Законные требования надо максимально быстро выполнить. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев сегодня приехал в Ингушетию. В аэропорту Магаз в торжественной обстановке его встречали десятки людей. Гордость российской сборной. Принимал поздравления от своих болельщиков, родных, близких. Репортаж Светланы Томовой. Пока самолет с двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе Мусой Евлоевым медленно подъезжает к аэропорту, в зале ожидания и на улице собрались его друзья, родственники и болельщики. Муса уже успел приучить поклонников к своим победам. На другой результат его почитатели и не рассчитывали. Мне нравятся бои Евлоева, Мусы. Таким же я хочу быть, конечно, и буду. Что делает Муса Евлоев, я тоже хочу принимать такие приемы. И вот наш герой сходит с трапа самолета. Поздравления и пожелания звучат сегодня отовсюду. Казалось бы, только в прошлом году наш борец золотыми буквами вписал свое имя в летопись ингушского спорта, став чемпионом мира. Как в этом году он вновь подтвердил статус одного из лучших борцов планеты своего веса. Муса убедительно и уверенно прошел всю дистанцию, проявив при этом по-настоящему чемпионский волевой характер. Он одержал яркую победу, оправдав надежды наставников, товарищей по команде и многочисленных болельщиков. Я шел к этому, тренировался, делал все для этого, а так по воле Всевышнего получилось выиграть. Будем идти дальше, не останавливаться. Сейчас впереди у меня должен быть, не турнир, а это Олимпиада по военнослужащим. Сейчас 17-го я улетаю в Пекин.
неплановый турнир, просто меня включили в состав. Сейчас отсюда с дома через пару дней улетаю в Москву обратно, будем готовиться. Ну, конечно, когда вот столько людей переживает, болеет за меня, очень много пишут, звонят, это очень приятно. И когда люди, когда болеют за тебя, ты делаешь все для этого, чтобы прославлять свою республику, свой народ, свою страну. И вот теперь Муса Евлоев уверенным победным шагом направляется к встречающим. Эти танцы и аплодисменты звучат сегодня в адрес именитого спортсмена. Годы усиленных тренировок Мусы Евлоева уже приносят свои плоды и пополняют копилку трофеев чемпиона. Результаты для нашей республики. Муса двукратный чемпион Олимпийских игр в будущем. Вот уже 1,5 года длится серия побед Мусы Евлоева. Разница в заработанных и проигранных баллах колоссальная. Иначе, как танком нашего земляка, уже не называют. Чемпионат мира по спортивной борьбе стал еще одним доказательством того, что равных на данный момент Евлоеву просто нет. Это дорого стоит. Становиться чемпионом мира по борьбе – это очень сложно. Это я знаю по себе. Просто для этого надо быть очень сильным характером. Для этого надо очень много трудиться. Муса такой парень, который трудится, знает, что ему нужно. И при этом подтвердил уже дважды, став чемпионом мира. Ну, легких схваток там не бывает. Это чемпионат мира. Лучшие борцы со всего мира приезжают, чтобы стать. И все хотят стать первыми. Ну, Муса их уверенно победил. Стратегия, тактика была хорошая. Ну, ставим 5. Выиграл уверенно, без вопросов. Является лидером сборной России. И надеемся, будет дальше. Будем ждать от него только победы. По словам тренера-чемпиона Давида Кадилова, в последнее время Муса усиленно занимался и был готов выступить в финале чемпионата мира. Его уверенные победы соперниками – лишнее тому подтверждение. Теперь, отмечает тренер, впереди у именитого спортсмена другие цели и задачи. Муса уже своими результатами доказал, насколько он силен. Но его качество – это его трудолюбие, его уважение к старшим. Отношение к тренеру-ученику очень хорошее у нас. Мусы, поэтому, я думаю, с Божьей помощью, опять же, с его отношения, как он работает, все у нас получится. И мы в Токио можем поехать. Напомню, Муса Евлоев выступил на мировом турнире в Нур-Султане в сентябре месяце. Ему удалось одолеть представителей Узбекистана, Японии, Польши и Сербии. А в финале Евлоев должен был оспаривать титул чемпиона мира с Артуром Алексаняном. К сожалению, поклонникам классической борьбы так и не удалось насладиться схваткой титанов. Из-за травмы, полученной в полуфинальном поединке, Алексанян не смог продолжить борьбу, и победа была присуждена Евлоеву. Так Муса во 2-й раз удостоился звания чемпиона мира. Триумфальное выступление Мусы Евлоева стало еще одним зримым свидетельством лидерства, как его называют в народе, ингушского танка. А впереди у чемпиона усиленные тренировки и подготовка к летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Позже в зале славы администрации главы Ингушетии состоялось чествование двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Мусы Евлоева. Также были отмечены значимые успехи действующих чемпионов и призеров всероссийских и международных соревнований. Апиева Ислама, чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе среди юниоров, классика Евлоева Мухаммеда, обладателя бронзы, прошедшей в Аргентине юношеской олимпиады, 15-летнего Ханива Магомед Тагира, выигравшего в текущем году золотую медаль мирового первенства по вольной борьбе, Цучоева Адама, победителя первенства Европы по дзюдо среди юношей, вольника Картоева Ислама, серебряного призера первенства Европы среди юношей, Цучоева Алихана, чемпиона России по карате, а также Албагачеева Руслана, первого ингушского пара-дзюдоиста.
ставшего бронзовым призером чемпионата мира и победителем чемпионатов России и Европы. За вклад в развитие спорта были награждены и представители тренерского корпуса: Кадилов Давид, тренер Евлоева Мусы, и Белхароев Руслан, президент Федерации спортивной борьбы республики. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, поздравляя ингушских спортсменов, отметил, что именно истории таких побед и примеры успешной реализации себя, наших молодых людей в спорте, и привлекает в секции тысячи новых участников. Сегодня у нас большой праздник, который нам подарил Муса Евлоев, державший блистательную победу на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Вы оправдали наши надежды. Мы гордимся вами, радуемся, что вы защитили честь родной Ингушетии и в целом России. Убежден, что ваш успех станет примером для подражания подрастающему поколению нашей республики. Ваши победы, дорогие наши чемпионы, это результат упорного труда. Для нас, для республики, в целом для России, это очень большое достижение. И мы благодарны каждому, кто участвует в этом. Огромное спасибо за приглашение. Я всех поздравляю с двукратным чемпионом мира Мусой Евлоевым. В этом году он еще чемпионом Европы стал. Это у нас в команде единственный человек, который в один год стал чемпионом Европы и чемпионом мира. И также хочу поздравить всех молодых ребят. Не останавливаться, ребята, работать, и у вас все получится. Вот пример для вас. Муса Евлоев, Назир Манкиев, Бекхан Аздоев. Переживания перед боем, борьба с ненужными килограммами и как дальше жить обычной жизнью после таких громких побед на спортивной арене. На все эти вопросы главные герои дня сегодня отвечали в Дворце спорта «Магаз». Там прошла пресс-конференция. И вот некоторые фрагменты. Задать вопросы гигантам классической борьбы и их тренерам собралось немало поклонников этого вида спорта. Представители СМИ, спортивных обозревателей, а также юные последователи греко-римского стиля и просто болельщики Мусы Евлоева. Вопрос о том, какие переживания преследуют спортсмена, когда он выходит на борцовский ковер, Муса без присущей ему скромности ответил. Я думаю, у всех спортсменов бывает. У кого как там по-разному. Кто-то сильно переживает, кто-то... Но я уже опытный спортсмен. Так сильно не переживаю. На экранах мы можем видеть, как спортсмен выходит на борцовский ковер, выигрывает и заходит обратно. Зачастую не задумываясь, с каким трудом он к этому пришел. На вопрос о подготовительной тренировочной составляющей Муса отвечает так. Самое сложное, это, я бы сказал, это подготовка. Когда после таких сборов проходишь, а там уже, когда выходишь, если ты готов на 100%, у тебя как-то само получается. Сложно это подготовка, остальной процесс, когда борьба, это как-то приятно, когда ты любишь это дело, как-то получается. Завоевать лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года – это полбеды. Вопрос в другом. После Олимпийских игр планируете ли выступать в смешанных единоборствах, в таких организациях, как UFC, если учитывать, что много титулованных спортсменов уже сменили маты на октагон? Если стану олимпийским чемпионом, уже хочу двукратным стать и дальше буду стремиться. Вопрос молодого человека о том, приходится ли ему сбрасывать вес, Муса рассказывает. Отказывает он себе мало в чем. Сладкое не ест, остальное можно. Много было адресовано и вопросов к другим участникам конференции. К примеру, Давид Кадилов, тренер Мусы, отметил твердый волевой характер своего подопечного. У меня вес небольшой, просто я много не гоняю. Просто лично не позволяю себе, чтобы вес не вырос. А так, 100 килограмм, все подряд кушаю, кроме сладкого. А так вес держится просто. И приходится много гонять. Вопрос нашего коллеги Амира Тичоева о том, как после ярких побед на международных аренах чувствует себя Муса, получается ли жить обычной жизнью простого парня в родном селе. Прозвучавший ответ вызвал добрую реакцию у всего зала. В Турции была сладкая еда. Вчера прилетели. А сразу после пресс-конференции именитые спортсмены отправились в Дом торжеств, где для них была подготовлена праздничная программа. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Новости 24. Ингушскому политехническому колледжу исполняется 20 лет. В преддверии юбилея мы рассказываем о создании и возможностях среднеспециального учебного заведения республики. Ирина Цичоева с подробностями.
Юсуп Арапиев о политехническом колледже рассказывает с особой гордостью. Энтузиасту пришлось пройти немало трудностей, чтобы создать передовое профессиональное учебное заведение в республике. 2000-е требовали нового видения и профессиональных кадров. Сварщики, плотники, модельеры и учителя младших классов. В этих специалистах республика остро нуждалась в то время. Кадровый процесс был тяжеловатый, у нас же кадров не было тогда. И кадры я взял оттуда, где я работал раньше, в ПТУ. Собрал своих знакомых, грамотных людей. И сегодня наш коллектив считается одним из лучших коллективов Российской Федерации. За 20 лет менялся внешний облик здания, создавались новые корпуса и технические условия для работы. Еще 19 лет назад Фатиме Кадзоевой приходилось преподавать математику в приспособленном кабинете, где с трудом размещались студенты. Когда я пришла сюда, здесь еще не было вот этих новых корпусов, было только вот первое здание, то, которое вы видите там. Даже не было крыши еще. Но в короткое время, вот благодаря неутомимой энергии и такому таланту нашего Юсупа Исаевича Арапиева, подняли быстро корпус, и буквально уже через 1,5-2 месяца мы приняли первых учащихся. Естественно, тогда были более стесненные условия, а потом позже уже были построены вот эти новые корпуса. Здесь, там центр нефтяной строительный, автогородок. И условия, естественно, у нас улучшились намного. Сегодня политехнический колледж входит в 100 лучших СУЗов России. Образовательное учреждение имеет необходимую учебно-материальную базу, электронную библиотеку, собственную типографию, учебные мастерские с современным оборудованием. Для того, чтобы готовить настоящих профессионалов по самым современным мировым стандартам, в колледже есть все необходимое оборудование. Это, к примеру, класс по ремонту двигателей. Здесь есть такое наглядное пособие, которое помогает учащимся изучить всю эту систему изнутри. Помимо прочего, есть такой стеллаж с необходимыми инструментами. Такому техническому оснащению может позавидовать любой СУЗ страны. Студенты здесь сами проектируют роботов из двигателей. А прямо сейчас в другом учебном модуле идет репетиция к предстоящим региональным соревнованиям WorldSkills. Студенты оттачивают свое мастерство по укладке кирпича. Работа требует ювелирной точности. Нам надо, чтобы швы совпадали. Понятно? Сантиметр шов. Понятно? И чтобы здесь и тут все было ровно. Еще одна гордость колледжа – современный нефтяной комплекс, уникальный по своей сути центр строителей и полигон для нефтяников по подготовке и переподготовке кадров для специалистов Юга России. Такие условия удалось создать благодаря договоренности с Роснефтью. Студент 4-го курса Султан Тирхоев в будущем мечтает свою жизнь связать с нефтяным делом. Благодаря такой площадке получаешь неоценимый опыт работы с техникой, признается он. Это кровошипно-шатунный механизм, он приводится в действие двигателем. С помощью двигателя производится поступательное движение и производится добыча этой самой нефти. Это не макет, а реальное рабочее оборудование, с помощью которого и добывают нефть во всем мире. Здесь все строго. Для того, чтобы запустить качалку, необходимо техническое разрешение педагога. У нас есть учебные тренажеры компьютерные, есть наглядные макеты, есть рабочие установки в рабочем состоянии. И все манипуляции, которые проводят операторы на скважинах, наши ребята здесь обучаются полностью. И при этом они могут здесь на наших макетах применяют такие нестандартные аварийные ситуации, которые не позволяют, эти макеты позволяют им решать эти ситуации, то, что в жизни не можем себе позволить. Также на базе Ингурского политехнического колледжа функционируют мастерские кондитерского искусства, от дизайна, подготовки профессионалов самых востребованных рабочих профессий. За 20 лет удалось полностью наладить систему подготовки профессионалов среднего мастерства. Рина Сычоева, Марибек Миржоев, Новости 24. Занятия физкультурой, бег, футбол – все это на стадионе Парчеева удается сделать с трудом. Вместо пушистого зеленого покрытия – рытвины, вместо трибун – железный каркас и несколько покосившихся сидушек, иначе их не назовешь. Ремонт здесь не проводился минимум лет 15, так что время и человеческий фактор сделали свое дело. Когда ждать реконструкции, узнал наш корреспондент Микаил Тангиев.
Наш регион уже давно славится именитыми спортсменами, будь то в дзюдо, в спортивной борьбе или в смешанных единоборствах. А в последнее время на экранах телевизоров или в интернете все чаще звучат имена ингушских футболистов Аздоева и Бакаева. В республике есть тысячи ребят, которые хотят быть похожими на своих земляков и добиться таких же успехов. Но как быть, если порой условия для занятия спортом либо вообще отсутствуют, либо оставляют желать лучшего? С жалобой о плохом состоянии стадиона в Магасе обратились жители, проживающие в округе. В соцсети Instagram они разместили публикацию с просьбой решить эту многолетнюю проблему и дать возможность молодым ребятам полноценно заниматься спортом. Дальний угол, дальний надо. Практически ежедневно сюда приходят ребята, чтобы просто поиграть или же потренироваться перед игрой. Алихан Гагиев с 5 лет увлекается футболом. Парень любит свой город и ценит, что у него имеется стадион, но все же ждет изменений в лучшую сторону. Может, хоть тренер поле? Если футболисты вынуждены терпеть неровности на газоне и кое-как изворачиваться во время игры, то что уж говорить об их болельщиках. Глядя на то, в каком состоянии находится сиденье на мини-трибунах, можно легко сделать вывод, что наблюдать за матчами сюда приходят нечасто. Сидячие места либо разбиты, либо просто вырваны из рядов местными вандалами. По словам замдиректора Центра по физической культуре и спорту города Магас, за последние 17 лет этот стадион ремонтировали лишь единожды, а искусственное покрытие и вовсе не менялось со времен первого главы региона. К слову, ответа от местных властей долго ждать не пришлось. Мэр города Магомед Марзиев, узнав об этой проблеме, распорядился создать специальную комиссию и оценить масштаб восстановительных работ, которых предстоит немало. Здесь будет покрытие новое тогда. Сейчас вы увидите, какой он уже исчерпал свои возможности. Новый будет уже с ворсом таким высоким. Появятся новые спортивные снаряды, будут новые открытые секции. Здесь также планируют установить воркаут-площадку размером с половину футбольного поля. Чтобы провести капитальный ремонт, здесь потребуется свыше 12 миллионов рублей. Если и не в этом году, то уже в начале 2020-го всех жителей близлежащей округи ждет подарок в виде обновленного и современного стадиона, на котором можно будет заниматься не только футболом, но и подтянуть свою физическую форму. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В Госдуме обсуждается идея создания программы «Земский тренер». Главной ее целью станет привлечение квалифицированных тренеров в сельскую местность. В ходе заседания президент России Владимир Путин в целом поддержал предложение рабочей группы в части подготовки и принятия межведомственной программы. При этом он указал, что она должна предусматривать не только модернизацию действующей, но и строительство новой, многофункциональной спортивной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить вопросам ее кадрового обеспечения и создания безбарьерной среды. Также глава государства считает необходимым организовывать и системно поддерживать физкультурно-спортивные клубы по месту жительства и работы. Но сегодняшний день богат на спортивные события. Сегодня в спортивном зале «Олимпик» в городе Магас прошел открытый турнир по армспорту среди незрячих и слабовидящих. Помериться силами пришли 8 человек. Их поделили на 2 весовые категории. Кто оказался лучшим, расскажет Идрис Ижиев. Богатыри на месте и рвутся в бой, но для начала нужно провести небольшую разминку, так сказать, разогреться. Инструктор объясняет правила схватки, а борцы внимательно слушают. Ведь сегодня в спортзале собрались незрячие силачи. Плохое зрение или полное его отсутствие не мешает спортсменам не только поддерживать себя в форме, но и демонстрировать свои навыки на соревнованиях. В открытом чемпионате по армспорту среди незрячих приняли участие 8 человек. Их поделили на 2 весовые категории – до 80 килограмм и выше. Магомед Султыгов на вид поменьше остальных, однако внешность обманчива. Как признаются его соперники, в одной руке Магомеда сил, как у 2 взрослых мужчин. Неудивительно, что его считают фаворитом. Схватка началась и закончилась буквально через несколько секунд. Уверенная победа Магомеда. Участвует, как бы сказать, начинающий. Но в дальнейшем, я думаю, если будут тренироваться, будет результат. Тут в основном все свои друзья, поэтому среди них победа мне особо не важна. Но все равно получилось так, что я сегодня победил в своем весовом категории.
Турнир состоялся благодаря слаженной работе Федерации спорта слепых и армрестлинга Республики Ингушетия. В первую очередь организаторы хотели подарить слабовидящим не просто турнир, а настоящий праздник. Ведь так встретиться, тепло пообщаться в большой компании, а заодно посоревноваться получается очень редко. Приехали, посоревновались, поборолись. Ребята сильные. Ну, есть ошибки, но так как понятно, что они только пришли в этот вид спорта, будем дорабатывать все эти их ошибки, будем над ними работать. Итак, победители определились. Сегодняшние армрестлеры на своем примере доказывают, что спорт не только развивает физически, но и помогает людям с ограниченными возможностями потихоньку вернуться в общество. Исходом соревнований, независимо от результата, все остались довольны. جو دیک خیت خون بادریش اما هم خالش برگشته این نخواهی که هم عمدی هم گزیک اوپت هم امیو خوز تخوری از دوش دای خواهی سری نوانش الحمدلله اما همش خالش تون پادیش کش تون دیک خیت جو صبح دیک بادری آج حسین دیک ورس ما شاء الله نصعد الأجهة المتساني الحمد لله ما اشتري الله وفادر الله شريعة صوت يعني أرجع وعدياتنا والشباب ودمرزي رحمة كتير حسنا موصل بريزيدنت совет Волжо. Allah ширя салах аль-маслианди. Награждается Султыгов Магомед, занявший первое место в открытом чемпионате Ингушетии по армрестлингу среди незрячих и слабовидящих. По традиции призеров и победителей наградили. Медали и грамоты будут служить напоминанием всем о том, что к победе нужно стремиться, невзирая ни на какие преграды. Главное не сдаваться. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.